Ну, трудный матч был. Поздравляю свою команду с победой. Мы опять сегодня делали какие-то очередные, идет чемпионат, мы делаем очередные какие-то ведения. Сегодня играл впереди Макс Аблашевич. Опять же, нет хорошей жизни по причине травмы, по причине дисквалификации. Поэтому в целом настроен на игру и доволен. Немножко у нас не получилось то, что мы планировали, сыграть против Луча. Это скрывать свободные зоны, которые у них появлялись в обороне. Потому что они играли в 3 центральных защитника. Вот. Ну так, победили, значит, что-то делали правильно. Вопрос у кого есть? Николаевич, смысл замены какой был на острие вместо Лукашевича Коваля? Они такие два разных формы? Ну, то, что я и говорил, что Леня все-таки он делал, больше напрягал, и, ну, он хорошо выходит с замены, поэтому мы всегда в Лене планируем во втором тайме, и мы рассчитывали на игру в первом тайме Макса, что он будет в эти зоны открываться, но он играл больше по центральной оси, не использовал такие моменты, которые могли у нас возникнуть. Поэтому, хотя он старался, это первая игра у него после травмы на позиции нападающей, в принципе, не профессиональный для него, он когда-то играл там, в Литве. Ну, все, что мог сделать, он сделал. Кто-нибудь еще? Еще в комментарии у вас игрок ключевой защитник, игрок стартового состава. А можно сказать, что вы сегодня безболезненно принесли потерю? Ну, если вы заметили, Кантарь играет последние игры опорного, потому что у нас были проблемы в опорной зоне. Только сейчас выздоровел Севастьянов, сейчас вот начинает подниматься Якимов. Поэтому мы сейчас будем думать, где есть, конечно, Кантарь это игрок основного состава. Вот он неплохо сыграл в те матчи в опорной зоне, достаточно квалифицированный игрок. Мы будем думать, как его использовать в игре с БТ. Конечно, в обороне, в принципе, в обороне мы заменили его, ну, плюс-минус тоже ошибки были, безболезненно. Сегодня неплохо сыграл Артем Концевой, потому что немножко подустал Янукевич, это первая его игра на этой позиции. Ну, вообще, конечно, нужен для команды очень игрок. Вот. Ищем какие-то вот эксперименты, поэтому обошлось без Кантаря, на следующей игре будем играть с Кантарей. Показалось, что достаточно рано команда стала играть по счету, ну, особенно вот в первой половине. Мне тоже так показалось, мы от этого не планировали. То есть это не... Ну, во-первых, неправильно играл в обороне, неправильно играл Мукам, просто неправильно играл тактически. И, в общем-то, мы его развели с ББ. Нет, Мукам, да. Мы его развели с ББ по разным, может быть, наша ошибка, по разным флангам, пока ББ к нему докричится с того фланга, где он должен был встречаться в середину. Поэтому так, ну и сели, да, немножко. Все-таки еще Ньюман пока не совсем научился играть. По счету это неправильно играть. Играть в футбол, который должны играть независимо от результата. Так это какое-то, в общем-то, получилось временное, что мы взяли, откатились. Ну и в этот момент Луч хорошо стал контролировать мяч. Мы не встречали, оборонялись без отбора, поэтому позволяли неквалифицированной игры. Хорошая команда Луч. Квалифицированные футболисты, которые играют в хороший футбол. С одной стороны, досадное поражение, с другой стороны, это, в общем-то, опыт, это мастерство, в общем-то, мастерство оппонента, мастерство Гродно, в общем-то, у соперника хорошие команды, хорошие исполнители, Януш, Жуковский, это, в общем-то, и пример для белорусского футбола, профессионализм футболистов и мастерство футболистов, ну, в общем-то, также и в целом весь коллектив. Ну, в целом хорошая игра, к сожалению, могу сказать так, что уступили по большей степени из-за нехватки опыта и нехватки понимания ключевых эпизодов, в каких ключевых эпизодах мы должны брать какую-то паузу, а в каких мы должны все-таки доиграть эпизод до конца, доиграть эпизод на зубах. И, конечно, это послужило и вторым голом, потому что второй гол — это безобразие очевидно, и тут даже сложно анализировать и сложно давать какую-то оценку. Вот. Играли, в общем-то, достаточно хорошо, пытались разнообразно скрывать соперника. Но, опять же, когда скрывается, но вопрос итогового удара, итоговой передачи у нас отсутствовал. И он имел место быть, но не был достаточно точным, таким точным, который был у соперника. Ну и, к сожалению, в общем-то, такой результат. Спасибо. У кого есть вопросы? Дмитрий. Аж 4 наших игроков буквально несколько дней назад вернулись из молодежной сборной. Насколько тренерский штаб мог на них в полной мере рассчитывать?
В полной мере мы никак не могли рассчитывать, мы могли рассчитывать только на то, что ребята обладают хорошей природой, обладают какими-то своими природными качествами, на то, чтобы быстрее восстановиться, максимально быстро восстановиться. Вот. Но учитывая, что это другая страна, учитывая, что это прилеты, но, на мой взгляд, все-таки с троих ребят я не скажу, что до конца даже становится хотя бы один из них. И это, в общем-то, сегодня и сказывалось. Сказывалось на концентрации, сказывалось на внимании, сказывалось на, в целом на игре. И тут вопрос другой, потому что если они играют за рубежом, наверное, кто-то должен это все-таки контролировать, и не клуб, и быть инициатором переноса игры, а быть инициатором, наверное, федерации. Если мы все-таки говорим о футболе, и говорим о том, что это футболисты сборной, за которые мы должны все-таки их должны беречь, и должны их все-таки уважать их здоровье, уважать их игровую деятельность. А так получается, у Гродно 2 футболиста, у нас 4 футболиста и только 6. Играют люди через 2 дня, а до этого был выезд в другую страну, перелет, и на это, в общем-то, никак не игнорируется. Но рассчитываем на то, что природа, то, что люди успеют быстро остановиться и быстро успеют среагировать на нагрузки, и то, что тренерский штаб кем-то заменит, и тем, кто более устал, даст возможность отдохнуть. На мой взгляд, это все-таки не совсем хорошая ситуация, не совсем правильно. Еще вопрос по конкретному футболисту, вопрос Тимофей Лукашевич. Когда восстановится? Не знаем, я не могу ничего сказать. Этот вопрос надо адресовать все-таки докторам. По первой информации он должен был восстановиться через 3 дня, по дальнейшей информации он должен был восстановиться через 10 дней, а сейчас я не знаю, когда он должен восстановиться. К сожалению, мы потеряли нашего ключевого опорного, и этот опорный не имеет возможности сейчас выступать, и мы должны с каждым туром выдумать какой-то велосипед, чтобы эту зону как-то компенсировать и как-то найти баланс в игре и, в общем-то, в атаке в обороне. Еще? Щебетун с первых минут в старте, насколько вы довольны его игрой? Замечательно доволен. Алексей давно выиграл в стартовом составе, учитывая травму. Было бы хорошо, если бы он забил этот эпизод. Но, да, и игра, в общем-то, развернулась бы совершенно в другом ритме и в другой характер игры был. Но не забил, и, в общем-то, в очередной раз мы сами пропускаем, сами отыгрываемся. Но в целом, все говорить по Щебетуну, достаточно хорошо сыграл, и в целом мы довольны. Алексей молодец, Алексей адаптировался очень долго, адаптировался, после травмы останавливался. И на сегодняшний день мы видим, что он набирается в лучшей кондиции, и он только в начале пути. Я думаю, что он еще лучше прибудет.